Ассаламу алейкум рахматуллах. Дарик Халшамасади. Ингушский комитет национального единства, поскольку 2019 год был объявлен годом борьбы с коррупцией, продолжает свою работу в этом направлении. Сегодня для жителей Ингушетии мы расскажем об исполнении бюджета за 2018 год. Все мы знаем, что в начале февраля текущего года главой республики было объявлено, что он будет бороться с коррупцией, хотя все мы понимаем, что не только в Ингушетии, но и во всей стране тема борьбы с коррупцией является ритуальной. И каждый, кто приходит к власти, начинает заниматься ритуальными процессами, что он якобы будет бороться с этой болезнью, будет бороться с коррупцией. Но ничего не меняется, никаких посадок нету. Все коррупционные хищения, которые были выявлены в течение последних нескольких месяцев, все они остаются на бумаге, и на данный момент они, скорее всего, пылятся где-нибудь в силовых структурах или же в каких-нибудь правоохранительных органах. Поэтому мы для населения будем разъяснять, в каких направлениях мы видим коррупционную составляющую. Это, с одной стороны, и помощь для правоохранительных органов. Мы последовательно за данным видеосюжетом, видеопрограммой в письменном виде направим все наши заявления, все бюджетные строки, где мы видим коррупционную составляющую, где мы требуем проверить на наличие коррупционной составляющей правоохранительные органы. Мы, естественно, это отправим. И все мы знаем, что со всех социальных объектов, со всех производственных площадок, инфраструктуры, хотя официально это невозможно подтвердить, но мы знаем, что они получают откаты. И эти откаты в конечном итоге они влияют на производство, на оборудование, на инвентарь закупаемый, ну и на сам объект. И в конечном итоге они остаются вообще нерентабельными, неработоспособными. Допустим, небольшой пример. Стекольный завод Сагапшах, когда начинался строиться, мне было 15 лет. Сегодня мне 28 лет. С тех пор ничего не изменилось, кроме того, что из бюджета на строительство стекольного завода было истрачено почти 2 миллиарда рублей. Нету ни стекла для пластиковых окон, нету ни банок для консервации фруктов, овощей, нету ни бутылок, ничего. Завод как стоял, так и стоит. Мы видим, что все коррупционеры, отпетые коррупционеры, которые занимались хищениями с этих заводов, с этих социальных объектов, сегодня занимают должности сенатора, занимаются сенаторством, занимают должности депутатов Государственной Думы и так далее. То есть это клан, который на протяжении последних 27 лет просто меняется между собой должностями, а в республике ничего не меняется, кроме того, что они грабят и уезжают из республики. Они не думают о республике, о развитии республики, о детях, чужих детях, только о своих. Ну и в конечном итоге здесь, в республике, они оставляют за собой только один особняк, куда они редко один раз в год едут домой. Поэтому мы для помощи, именно Ингушский комитет национального единства, для того, чтобы помочь правоохранительным органам, мы сделали анализ и публично сегодня проведем анализ бюджета за 2018 год и перечислим, какие сметы мы в бюджете считаем наиболее коррупционными и в отношении которых мы просим провести проверку. Первая строка в бюджете – это реализация мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан. Это инвалиды, ветераны, чернобыльцы. Для этой категории выделено 936 миллионов рублей, 936 миллионов 606 тысяч рублей. Эта смета относится к Министерству занятости, труда и социального развития. Второй пункт. Субсидии на предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий. 601 миллион 521 тысяча рублей. Министерство занятости, труда и социального развития. Выплата адресных жилищных субсидий при оплате жилья и коммунальных услуг. 90 миллионов рублей, 90 миллионов 586 тысяч рублей. Министерство труда и социальной защиты.
Субсидии на компенсацию расходов по предоставлению льгот по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности. К ним относятся учителя, ветеринары и медработники, проживающие в сельской местности. Для них выделено 161 миллион 622 тысячи рублей. Поэтому это бюджет 2018 года. Мы просим правоохранительные органы проверить на отчетность исполнения этих бюджетных сроков. 6-й пункт. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям. 36 миллионов 701 тысяча рублей. У нас в республике более 80% семей являются многодетными. В последующем о расходах я расскажу, на сколько процентов они исполнили данную смету. 9-й пункт. 8-й пункт. Субвенции на социальные выплаты безработным гражданам. 443 миллиона 582 тысячи рублей. Министерство труда и социального развития. То есть мы понимаем, что это выплаты безработным гражданам, и, безусловно, все мы знаем, что там есть мертвые души, которые просто числятся на бумаге, из которых начисляется, и на имена которых начисляются эти деньги. Естественно, они начисляются не на карточки, начисляются просто по бумагам, где якобы они расписываются. 9-й пункт. Подпрограмма «Духовно-нравственное воспитание населения». 47 миллионов 176 тысяч рублей. Это Министерство национальной политики. Кстати, надо отметить, что данная смета за последние 5-6 лет не менялась. Практически не менялась. 47 миллионов на духовно-нравственное воспитание населения выделялось. Хотя раньше именно через эту программу работал и радио «Ангушт», и финансировались заработная плата имамов. Сейчас этого нету, но смета вообще не меняется. 47 миллионов, как были, так и остаются за последние 5-6 лет. Подпрограмма укрепления единства народов и гармонизация межнациональных отношений. 4 миллиона 500 тысяч рублей. Министерство национальной политики. По-моему, я проверил на официальном сайте Министерства национальной политики, особых мероприятий на 4 миллиона 500 тысяч мы не заметили. 11-й пункт. Реализация мероприятий по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах. 187 миллионов 278 тысяч рублей. Министерство строительства республики. 12-й пункт. Государственная программа Республики Ингушетия развитие автомобильных дорог. 607 миллионов рублей. Это государственное управление автомобильных дорог. То же самое правоохранительным органам надо внимательно проверить данную смету бюджета. 13-й пункт. Развитие информационного общества. 17 миллионов. Комитет промышленности и связи. Никакой отчетности мы не увидели. 14-й пункт. Государственная программа Республики Ингушетия охрана и защита окружающей среды. 50 миллионов 545 тысяч рублей. Комитет по экологии. То же самое. Нет отчетности, нет никакой работы на сайте, кроме того, что были какие-то выезды и так далее. Сама эта программа предполагает озеленение вместо деревьев, которые вырубаются, посадка новых деревьев. То есть никакой отчетности на сайте мы не увидели. 15-й пункт. Подпрограмма обращения с твердыми бытовыми отходами и оздоровления окружающей природной среды. 18 миллионов 959 тысяч рублей. Комитет по экологии. 16-й пункт. Подпрограмма развития туризма. 153 миллионов 100 тысяч рублей. Комитет по туризму. Мы знаем, что особых дополнительных строек и дополнительных мероприятий по развитию туризма в последние годы не было. Но эта смета остается неизменной последние 5-6 лет. И, естественно, правоохранительным органам необходимо обратить внимание, куда деваются эти деньги и на какие мероприятия. 17-й пункт. Подпрограмма «Молодежь Ингушетии» 22 миллиона рублей. 18-й пункт. Поддержка талантливой и творческой молодежи 6 миллионов 970 тысяч рублей. Комитет по делам молодежи. Никакой отчетности на сайте нету. Никаких мероприятий не было проведено. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность 1 миллион 130 тысяч рублей. То же самое. Поддержка молодежных инициатив 3 миллиона 700 тысяч. То же самое. Надо отметить, что именно на поддержку молодежных инициатив и молодежных организаций выделялись деньги после того, как молодежные организации неоднократно жаловались и в правоохранительные органы, прокуратуру, и
в парламент, правительство на имя главы выделялись деньги. Допустим, в 2013 году, последний раз, когда выделили деньги молодежным организациям, разыграли деньги председателем комиссии, на то время была вице-премьер Мадина Гойгова, разыграли деньги 3 миллиона среди молодежных организаций, ни одного рубля не выделили. Эти организации обращались в суды, писали на имя главы, правительства. Несколько раз они в последующем встречались, но ни одного рубля молодежным организациям, хотя был конкурс и были объявлены результаты, не было начислено. Это последний конкурс, который был. С тех пор ничего особо не поменялось. 21 пункт. Подпрограмма «Охрана лесов от пожаров и защита лесов от вредных организмов, воспроизведение лесов». 38 миллионов 887 тысяч рублей. Комитет лесного хозяйства. И 22 пункт. Компенсация части родительской платы за детский сад. 50 миллионов рублей. Это Министерство образования. Надо отметить, что компенсация части родительской платы, мы отдельно делали публикацию по этому поводу, поскольку мы поняли, что родители не получают эту компенсацию. Все родители пишут заявление в начале, когда ребенок устраивается в детский сад. Если один ребенок, это 30%, если двое детей учатся в садике, это 50%, если 3 и более, 70%. Для этих целей выделено 50 миллионов рублей для компенсации. Но мы понимаем, после того, как мы опубликовали видео, и в комментариях мы узнаем, что практически 80–90% родителей не получают, и за предыдущие годы не получали компенсацию. В расходной части бюджета мы проверили, на сколько процентов исполнен данный бюджет, именно данная строка. Мы видим, что деньги начислены, но бюджетная строка исполнена всего лишь, по-моему, на 30%. Это я в последующем сейчас перечислю вам. По-моему, она была исполнена только на 30%. Деньги начислены, но деньги не перечислены на счета родителей. Поэтому это относится к Министерству образования. По Министерству образования, по Министерству социальной защиты мы проведем отдельное расследование и отдельную публикацию, поскольку это министерство, которое получает больше всех. Министерство образования 5,5 миллиардов, Министерство соцзащиты и труда 4,5 миллиарда. Поэтому по ним мы будем отдельно разбираться. Тем более очень много интересной информации по Министерству образования, в том числе и по кванториуму за 80 миллионов рублей. 23 пункт. Подпрограмма развития образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 208 миллионов 929 тысяч рублей. Это Министерство образования республики. Подпрограмма «Право ребенка на семью» 113 миллионов. 25 пункт. Подпрограмма развития театрально-концертной деятельности и проведения культурно-массовых мероприятий 254 миллиона рублей, 254 миллиона 895 тысяч рублей. Министерство культуры и архивного дела. Что касается этой сметы, Ингушский комитет национального единства буквально месяц назад встречался с родителями, чьи дети страдают заболеваниями ДЦП, другими заболеваниями. Там не могли разобраться, куда делись детские коляски и подгузники для детей. Ингушский комитет национального единства предложил и помощнику главы республики Зурабу Маршани, чтобы они взяли эти деньги из вот этой сметы развития территориальной концертной деятельности и проведения культурно-массовых мероприятий. 254 миллиона, я думаю, будет вполне достаточно, чтобы обеспечить всех больных и лекарствами, и больных детей ДЦП, и колясками, и подгузниками. Поэтому деньги в бюджете есть, но правоохранительные органы, в том числе парламент, именно комитет по бюджету, работают очень слабо, возможно, и закрывают глаза. Это что касалось смет, которые мы просим правоохранительные органы проверить. Естественно, мы в письменном виде направим данные сметы в прокуратуру и следственное управление. Что касается расходов республиканского бюджета, мы знаем, что каждый месяц правительство совместно с парламентом, правительство отчитывается об исполнении бюджета за предыдущий месяц или за полугодие, за квартал. Мы получили отчет председателя правительства Зелимхана Юлоева, который он отправил и в парламент, и в федеральный центр, об исполнении бюджета
2018 года к 1 ноябрю 2018, то есть за 9 месяцев. Обычная практика проверки исполнения бюджета заключается в том, что последние месяцы, ноябрь, декабрь, обычно не проверяются. То есть независимые эксперты, если они хотят проверить, они должны проверять именно примерно приблизительно 9-10 месяц исполнения бюджета, потому что именно за ноябрь, за декабрь последние месяцы все округляется, все деньги распределяются именно последние 2 месяца, ноябрь, декабрь. До 25 декабря все деньги, предусмотренные бюджетом, быстро раскидываются по всем фирмам, однодневкам, по всем министерствам, ведомствам, быстро обналичиваются и так далее, и так далее. И в конечном итоге мы получаем отчет о том, что 100% бюджет реализован. Поэтому мы проверили по октябрю 2018 года. И что мы видим? Я перечислю некоторые сметы, некоторые бюджетные строки, которые были якобы израсходованы. Вот, допустим, непрограммные расходы в рамках региональной адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Мы знаем, что у нас это большая проблема республики, переселения граждан. Было выделено на 2018 год 63 миллиона 445 тысяч рублей. Истрачено всего лишь 3 миллиона. То есть программа исполнена на 4,7%. Комитет Республики Ингушетия по экологии и природным ресурсам выделено 439 миллионов 299 тысяч рублей. То есть к 1 ноябрю было истрачено всего лишь 26 миллионов 150 тысяч рублей. То есть на 6%. Целое министерство исполнило бюджет на 6%. 1 ноября, то есть осталось 2 месяца до окончания года. Государственная программа Республики Ингушетия «Формирование современной городской среды на территории Республики Ингушетия на 2018-2022 годы». 104 миллиона выделено, более 104 миллионов, 31 миллион исполнено, 30% реализации программы. Государственная программа Республики Ингушетия «Развитие образования» выделено 270 миллионов 578 тысяч рублей, истрачено 41 миллион, исполнено на 15%. Государственная программа Республики Ингушетия «Развитие культуры и архивного дела» выделено 58 миллионов 473 тысячи рублей, исполнено к 1 ноября 0%. Вообще не исполнено. Ежемесячные выплаты на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий. Бесплатный проезд на внутригородском и пригородном транспорте. 45 миллионов, почти 46 миллионов почти. Истрачено 16 миллионов. Исполнена программа на 36% всего лишь. Ежемесячные выплаты на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда. Бесплатный проезд на внутригородском и пригородном транспорте. Исполнено на 27%. Выделено 7 миллионов, исполнено 2 миллиона. Если в процентном соотношении посмотреть, это всего лишь 27%. Подпрограмма развития информационного общества. 17 миллионов выделено, 0% исполнено. Культура и кинематография. 701 миллион рублей. 701 миллион 223 тысячи рублей. Исполнено на 393 миллиона, 56%. То есть почти половина не исполнена, и то непонятно, на какую культуру и кинематографию истрачено почти 500 миллиарда рублей. Вот развитие театральной концертной деятельности и проведение культурно-массовых мероприятий исполнено на 199 миллионов, 70,6%. Субсидии из бюджета Республики Ингушетия частным дошкольным образовательным организациям и частным общеобразовательным организациям на возмещение затрат по реализации основных общеобразовательных программ. Выделено 5 миллионов рублей, истрачено 0. Исполнена программа 0%. Вот самое интересное сейчас. То есть деньги, которые выделяются из федерального бюджета, в том числе сумма не исполнена. Если она не направлена на республику, соответственно, это
Тоже вина министерства и ведомства, к которым относится данная строка. Субсидии на создание общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом. 39 миллионов 446 тысяч рублей. 0% исполнено. Обеспечение деятельности, оказание услуг учреждений по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. 91 миллион выделено, 51 миллион истрачено. Программа исполнена всего лишь на 55%. Это уже практически год заканчивался, оставалось всего лишь 2 месяца. Почти половина программы сумма почти не истрачена, половина суммы. Мероприятия на содержание, обучение, воспитание, коррекцию и реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья. Вот это как раз, скорее всего, относится к детям, страдающими заболеваниями ДЦП. Выделено 13 миллионов 700 тысяч, истрачено 0% истрачено по программе. Подпрограмма развития системы дополнительного образования детей. Только наполовину истрачено, 24 миллиона выделено, 12 миллионов истрачено, 52% исполнена программа. Государственная программа Республики Ингушетия «Социальная поддержка и содействие занятости населения». Выделено 35 миллионов 210 тысяч рублей, 250 тысяч истрачено, 0,7%. Государственная программа Республики Ингушетия развития образования. 275 миллионов выделено, как раз это та программа, о которой я вначале говорил. 275 выделено, истрачено 53 миллиона, программа исполнена всего лишь на 19,4%. Развитие системы образования, в том числе по подпрограмме. 206 миллионов, 11 миллионов истрачено, 5,7% всего лишь программа исполнена. Проведение централизованных мероприятий, обеспечение потребностей системы образования для проведения итоговой аттестации, пополнение школьных библиотек и другие мероприятия. 195 миллионов. Истрачено 6 миллионов. Программа исполнена на 3,5%. Есть программа отдельная, называется она «Охрана семьи и детства». Выделено 162 миллиона, истрачено 63 миллиона рублей. Программа исполнена почти к концу года только на 39%. Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. Как раз мы говорили об этом. Выделено 50 миллионов, истрачено всего лишь 22 миллиона. То есть эти деньги еще не направлены. К концу года эти деньги были не направлены родителям как компенсация их платы за детский сад. Программа «Право ребенка на семью» выделено 112 миллионов, истрачено 40 миллионов. 36,2% всего лишь программа исполнена. Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью. 3 миллиона 306 тысяч рублей выделено. Истрачено 743 тысячи рублей. Программа исполнена на 22,5%. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа по договорам найма специализированных жилых помещений. Выделено 36 миллионов 252 тысячи рублей. Истрачено 0%. 0% реализована программа. Управление Республики Ингушетия по обеспечению деятельности по защите населения территории от чрезвычайных ситуаций. 319 миллионов. Истрачено 97 миллионов. Программа исполнена на 30,6%. Подпрограмма развертывания системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Выделено 117 миллионов, истрачено 14 миллионов. Программа исполнена на 12,5%. Мероприятие по совершенствованию автоматической системы контроля за соблюдением участниками дорожного движения правил дорожного движения. 49 миллионов выделено, 5 миллионов всего лишь истрачено. Программа исполнена на 11%.
Основное мероприятие реализации проектов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений Республики Ингушетия. 63 миллиона выделено, 6 миллионов всего лишь истрачено. Программа исполнена только на 10,1%. Реализация отдельных мероприятий по развитию здравоохранения, на финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, мониторинга, лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов Б и С. Для этих целей было выделено 24 миллиона 867 тысяч рублей. По отчету, который подписал Зелимхан Юлоев, к ноябрю 2018 года было истрачено 0 рублей, 0% исполнена программа. Под программой совершенствования оказания специализированной, включая высокотехнологическую медицинскую помощь, скорой, в том числе скорой специализированную медицинскую помощь и медицинскую эвакуацию, выделено 237 миллионов, истрачено 138 миллионов. Программа выполнена на 58%. Мероприятия по закупке оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга. Выделено 4 миллиона 128 тысяч рублей. Истрачено 0 рублей. Исполнена программа на процентов 0. То есть что это за скрининг? Это означает, что по приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации любой родившийся ребенок, он должен быть подвергнут специальному скринингу, анализу, чтобы выявить 5 основных заболеваний, которые передаются по наследству. Это необходимо сделать в обязательном порядке. Но мы видим, что к 1 ноябрю 2018 года по данным мероприятиям было истрачено 0 рублей. Выделено 4 миллиона, а истрачено 0. Амбулаторная помощь. 76 миллионов 382 тысячи рублей. Истрачено 15 миллионов, программа исполнена на 20,2%. Подпрограмма охрана здоровья матери и ребенка 58 миллионов. Истрачено 1 миллион 581 тысяча рублей. Программа исполнена на 22,7%. Я еще раз повторяю, что это официальная отчетность, подписанная председателем правительства. Мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций. Выделено 54 миллиона 847 тысяч рублей. Истрачено 0 рублей, 0% исполнена программа. Государственная программа Республики Ингушетия развития здравоохранения. 170 миллионов. Истрачено 51 миллион. Программа исполнена на 30%. Подпрограмма профилактика заболеваний и формирования здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи. Выделено 19 миллионов 259 тысяч рублей. Истрачено 3 миллиона. Программа исполнена на 15,6%. Подпрограмма совершенствования оказания специализированной, включая высокотехнологическую медицинскую помощь, скорой, в том числе скорую специализированную медицинскую помощь, медицинской эвакуации, диагностика, профилактика сахарного диабета. Выделено 104 миллиона 531 тысяча рублей, истрачено 26 миллионов, программа исполнена на 25,5%. Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями. 10 миллионов 793 тысячи рублей. Истрачено 2 миллиона. 2,5 миллиона. Программа исполнена на 24,2%. Осуществление расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологической медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования. 60 миллионов. Выделено, истрачено 12 миллионов. Исполнена программа на 20,5%. Подпрограмма снижения заболеваемости туберкулезом в Республике Ингушетия. 4 миллиона 642 тысячи рублей. Истрачено 1 миллион 124 тысячи рублей. Программа исполнена на 24%. Обеспечение отдельных категорий граждан в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации. К ним относятся инвалиды,
дети из многодетных семей до 6 лет, дети первых 3 лет жизни, чернобыльцы и так далее. Для обеспечения этих детей лекарственными средствами было выделено 15 миллионов 585 тысяч рублей. Истрачено 3 миллиона 685. То есть программа на закупку этих лекарственных средств исполнена всего лишь на 23,6%. Под программой совершенствования системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях, 165 миллионов 424 тысячи рублей. Истрачено 106 миллионов. Программа исполнена на 64,4%. Министерство труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия. 5 миллиардов 390 миллионов 456 тысяч рублей. Истрачено 3 миллиарда 232 миллиона 696 тысяч рублей. Вся работа министерства к 1 ноября исполнена всего лишь на 60%. И я практически не понимаю, как за 2-3 месяца они собираются исполнить еще программу на 2 миллиарда, почти на 40%. Под программой содействия занятости населения. Для того, чтобы трудоустроить безработное население, было выделено 150 миллионов 578 тысяч рублей. 1 ноября 2018 года, то есть когда оставалось всего лишь 3 месяца до завершения бюджетного года, было истрачено всего лишь с этой суммы 42 миллиона. То есть программа по трудоустройству безработных граждан была исполнена всего лишь на 27,9%. Мероприятия в области занятости населения, осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий, 60 миллионов. 15 миллионов истрачено, 24% исполнена программа. Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда за счет субсидий из федерального бюджета. Выделено 89 миллионов 930 тысяч рублей, истрачено 26 миллионов, исполнена программа на 29%. То есть сюда входят в том числе и программы, которые работали именно для молодежи в последнее время. Программа, она называлась «Снижение занятости на рынке труда на определенные годы». И я вам расскажу примерно, через какую схему они вот эти программы пропускают. Допустим, есть у нас швейная фабрика, которая построена по федеральной целевой программе. Они эти программы пропускали через подобные предприятия, якобы создавались там рабочие места, и под роспись, не на банковские карточки, а под роспись отдавались денежные средства за работу, и практически большинство программ прошло таким образом. Мы знаем, что на данный момент возбуждено несколько уголовных дел, но никаких посадок пока нету. То есть программы, которые направлены в основном на трудоустройство молодежи, они откатывались вот таким образом. Под программу повышения качества жизни пожилых людей выделено 4 миллиона 86 тысяч рублей. Истрачено 820 тысяч. Программа исполнена всего лишь на 20,1%. Непрограммные расходы в рамках реализации мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан. 935 миллионов 899 тысяч рублей. Истрачено 226 миллионов 316 тысяч. Исполнена программа всего лишь на 24%. То есть сюда именно в эту категорию относятся чернобыльцы, инвалиды разных групп. Непрограммные расходы в рамках предоставления мер социальной поддержки реабилитированных лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий. Выделено 516 миллионов 663 тысячи рублей на компенсацию. То есть у нас очень много реабилитированных лиц в республике, на компенсацию жилищно-коммунальных услуг, на оплату жилья, если у них социальный найм. Выделено почти полмиллиарда рублей, более полумиллиарда рублей. Истрачено всего лишь 158 миллионов, программа исполнена на 30,7%. Непрограммные расходы в рамках осуществления выплат адресных жилищных субсидий при оплате жилья и коммунальных услуг 71 миллион. Выделено 71 миллион, истрачено 18 миллионов. Программа исполнена всего лишь на 26%.
Непрограммные расходы в части предоставления льгот по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим, проживающим в сельской местности. Это учителя, ветеринары и медработники. Мы о них говорили. Им было выделено, именно для этой категории было выделено 161 миллион 622 тысячи рублей. Истрачено к 1 ноября 2018 года всего лишь 46 миллионов. Программа исполнена всего лишь на 29 миллионов. Непрограммные расходы в рамках предоставления мер социальной поддержки ветеранам труда 12 миллионов 756 тысяч рублей. Истрачено всего лишь 414 тысяч. Программа исполнена на 3,2%. Непрограммные расходы в рамках предоставления мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям. Кстати, мы о них говорили. У нас в республике, как я уже сказал, более 80% всех семей относятся к многодетным семьям. Было выделено для компенсации 36 миллионов 741 тысяча рублей. Истрачено 6 миллионов 969 тысяч рублей. То есть программа исполнена только на 19%. И мы подытожили, какая разница составляла к 1 ноябрю. Из бюджета 2018 года на выделенные 23 миллиарда 716 миллионов 233 тысячи рублей. К 1 ноября 2018 года официально, за справкой, подписанной Зильмаханом Юлоевым, было подтверждено о том, что было истрачено всего лишь 14 миллиардов 831 миллион 127 тысяч рублей. То есть бюджет был исполнен за 9 месяцев только на 62%, 62,5%. Разница составляла почти 9 миллиардов рублей, а точнее 8 миллиардов 885 миллионов 106 тысяч рублей. То есть это показывает, что на конец года, когда оставалось всего лишь несколько месяцев, 9 миллиардов рублей из бюджета не было исполнено. То есть бюджет был исполнен всего лишь на 62,5%. Здесь есть прекрасный материал для правоохранительных органов, для надзорных органов, в том числе и для парламента Республики Ингушетия. Есть комитет по бюджету, они могут, и не просто комитет по бюджету, все профильные, все комитеты могут проверить эту информацию. Мы, естественно, в письменном виде подготовим жалобу, заявление в следственные органы и в прокуратуру Республики Ингушетия. И в дополнение, غلّي قم كدرس حذوي نخ كتبات از أي شيء وجود سيفرج نخ ويدق بوج بنخ باقي نخ تصاباج بنخ شيء ويمك دوالج دوج حل خل حل دوي دقة دوا قم نيس قم بزربوت ده بوخ بجدات أن ليلج بوج بنخ تق حمد ثاني بال بوج بات حني على تغ ديزل خوي بات تغ باقي نخ بموجش باتش نخ ديك مول يلدي ديس ما بولج بنخ بولج دينا حبيسنا شيشت نبغى داق كرتجي شيشت تغ دار تشدح كرتجي ليلج نخ بتسار بال خلص وبيجتش ثاني وخمينسيرس ويدمش ثاني ثان خاتس أزغلا مثالي كورت كأبيست اسفياخ ده بيجتي حدا نجدوج دو 23 миллиарда почти 24 миллиарда أخشى к концу года официально царь отчетность хаица председатель правительства Киргизия يولج أشوت проверить я чёртеха к концу года шокобот мак бысабочхан из миллиард ахче бюджет исполненный яцвей из миллиард бюджета исполненный яцвей дука يولج министерство ведомство же на 10, 15, 20%, 30% мак шей программы исполнить яц по закупку лекарственных средств исполнить яц сюда что он молхаш сюда что он многодетным семьям что он يولج компенсация же за услуги ЖКХ 30%. У мягко 80% малилужа семья кобер долже, кобер мал долже семья многодетный луахже. С семьи что 80% семья жизнь в республике цены компенсацию юах. Царь если цена хайца шесть аренду социальной наймя или 30% компенсацию юах цанцты. С ахче на низ ахче исполнено да с концу года. Что детские садики да ухож должны биржа, в том числе бирж ах хайца да своя родители жалуются даже бы прокуратура жалуется дидесар заявление аязи есар. С ахче должны выделить ряд с ахче
выделить цедежи к концу года аш дахи тасацар мыштагат хош да цуда прохнити органышки ахважа аш проверить дес 9 миллиарда мыштагат хашбес вей бехка умех мал должда хама بوسب دنو يوخز إجرحال الله هز يوخز قرآن شو وي حارس يجي بيك بوجدو وميك مال دوجدو حم دالز يوخشان تم قاتش دوجدو حم شن كل جو حد يامك حم دهشان وي بالخل بيز مسدوش حمز بالخل بيز وي كيجش ناخل بيز ميك كريخل بيز وميك باقش ناخ ما باهش بناخ بالخل بيز مسدوش حمد ثاني شوي بالخل شوي بول بيشخل جالو تسدش خل شو أق حلو دوين وين دوجدو حم حلو دو وي حقوش باش خل شو حلو دوين حنز أخ 26 ميتينج خليزش ويقام عشاق يتيجده از يخردو غلغي ما بوج واسق يحمل وج واسق يخردو از نخ عشاق يتشمهتي حار دول رزشيني ميتينج حق يتساي ديالدو حار دول ت ميتينج حار تسبب بوج بنا خاصه تسوال وقمت يحيولج نخ باتش ازمك بوج با ديزل خوي وتخن بيزج باتس قين لاتي تاري حبال بيد باتس ويقام هلت دوش مهتي ويغر لا تدوقش مهتي ويغر قم دباقش مهتي وي ارديان وي بقوا حيغ جيتي اش ديزل خوي بيزت وين ونا مخ باتس اش تهلك كل جو ويقام داود سون تخن ديزت سي ديزل يمرك بوج با مخ نخ بتاعت بيش قالدش بجت فدوال سخوجه مليارد باخشاش ليش قديجه مخ دك دي هاش خان دالج بوج با مخ سي ديزل خوي واخر سون ديز داتر سي ديزل خو دار تبيال سون ديز داتر دار بيان بواش بوج با تدينا دار بيان بواش بوج با كيغ نخ تدينا دار بيان بواش با نخ غلغي بياش با غلغي وسو اوج با سغ دار بيان واش وسغ سن بال بيت بات او دنين شو بات سن غلغي شو بات بوسبناها حبال بيت بوسغ وات السدينا اسحار توالي ميتينغ السلام عليكم ورحمه الله